маршалышек Тортрей. Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики нашего издательского канала Зорба, наши зрители и слушатели. Данную запись мы производим в качестве вступительного слова к видеоролику, который будет сформирован на материалах нашей сегодняшней предстоящей экспедиции. Сегодня у нас 4 июля 2023 года. Время, грозненское время, 6 часов утра. И значит, мы сейчас эту запись производим, не выбирая место, там, где нам это оказалось удобным. Мы ждем подхода участников сегодняшней экспедиционной группы. Они должны подойти, и мы соберемся здесь. Это имеется в виду та часть экспедиционной группы, которая выезжает с города Ачхонмартан. Намереваемся выехать в 7 часов в Шатойский район, где мы и собираемся по Аргунскому ущелью. Есть некоторые объекты, которые мы планируем посетить и где мы планируем провести сегодняшнюю работу. Перед тем, как перейти к цели и задаче сегодняшней экспедиции, я бы хотел дать краткую информацию о том, что в апреле текущего года, 2023 года, Министерством юстиции Чеченской Республики был утвержден культурно-исторический центр Даймок по согласованию с Министерством культуры Чеченской Республики. Учредителем этого культурно-исторического центра Даймок выступил Тагиров А.Л., житель Шатойского района. Дело в том, что этот как раз таки культурно-исторический центр является той организацией, в рамках которого мы планируем провести сегодняшнюю работу. Вот. Если кратко анонсировать в целом предстоящую работу этого культурно-исторического центра, первоначально скажу, что правовой статус его определяется как автономная некоммерческая организация. Данная организация будет включать несколько отделов и структурных единиц, в которые планируется привлекать специалистов и заинтересованных лиц в различных направлениях деятельности. Вот. И цели, задачи, программа деятельности этой организации, она будет прямо соответствовать названию этого центра. Что касается меня, то меня попросили возглавить отдел истории и историко-этнографических изысканий в рамках данного центра. Я это предложение с удовольствием принял. И сегодняшняя наша работа, то есть экспедиция, планируемая на сегодняшний день, она как раз таки будет организована согласно наших планов работы в данном культурно-историческом центре. Это как бы наша первая работа в данном направлении. И экспедицию, соответственно, сегодняшнюю, которую мы запланировали, будет, значит, возглавляться мною. Теперь, что касается цели и задачи сегодняшней экспедиции. О персональном составе группы, которая выезжает в эту экспедицию, мы вернемся чуть позже.
уже непосредственно в материалах, которые будут записываться далее. Цель и задача данной экспедиции, она связана с периодом конца XIV века. Это период нашествия на Северный Кавказ, и в частности на территорию Нохчи-Чуэ. Тогда у нас существовало здесь государство Сим-Сим. Нашествие в армии Хромого Тимура. Армия Хромого Тимура, повергнув уничтожению все плоскостные равнинные поселения чеченцев, армия Хромого Тимура достигла наших горных областей. Точно так же армия подошла и к Аргунскому ущелью. Там происходил отдельный, очень трагический, скажем так, театр военных действий по Аргунскому ущелью, в частности, в местности и в районах Тумсой-Мохка. И вот в течение последних многих лет у нас имеются в личных архивах записи рассказов, преданий, свидетельств старожилов Тумсой-Мохка, тумсойцев, которые рассказывали из памяти предшествующих поколений некоторые сюжеты из этих событий, которые передавались из поколения в поколение. К большому нашему удовольствию и сегодня, из сегодняшних поколений, есть люди, которые точно так же эту память сохранили. А тех старожилов уже давно нету. И вот пока есть, такая возможность, и остаются еще люди, которые могут эти свидетельства предложить для науки, мы как раз и собрались сегодня провести небольшую работу там, в Шатойском районе. Мы просто возьмем один вопрос для рассмотрения. Это будет один единственный вопрос. На основе этих преданий, легенд, свидетельств и рассказов у нас есть координаты, местоположение целой группы рельефно-географических объектов, которые можно характеризовать как пещеры, гроты, укрытия в горном массиве. И чем знаменательны эти объекты? Именно там, по многим свидетельствам, скрылась часть уцелевшего населения Тумсой-Мохка. Когда развязались сражения, боеспособная часть населения было жестокое противостояние с войском Хромого Тимура. А женщины, дети, старики, в общем, такая незащищенная часть населения вырвалась с этого места и ушла в горы и леса. И, естественно, зная рельеф местности, видимо, к таким действиям приходилось в истории им неоднократно прибегать, поэтому они знали места укрытия. И они нашли приют в этих пещерах и гротах, укрылись там и, по всей вероятности, остались живы. И наша сегодняшняя задача, по крайней мере, попытаться подойти к этим объектам, обозреть их и дать небольшой материал по поводу их местоположения,
с привлечением местных жителей, соответственно. Они нам будут рассказывать об этом, и мы попытаемся это все зафиксировать, где эти объекты находятся и так далее. Но, скорее всего, непосредственно подойти к самим пещерам вряд ли нам сегодня удастся. Для этого надо провести большую подготовительную работу. Дело в том, что если когда-то тропинки, серпантинные тропинки по горным скальным местам туда имелись более-менее проходимые, то сейчас они прежде всего заросли, а с другой стороны в ходе исторического времени они смывались дождями и снегами. Поэтому эти места очень труднопроходимые. Для того, чтобы непосредственно пройти к этим пещерам и гротам, нужно иметь специальное снаряжение, которое мы сегодня не имеем. Но в целом мы можем на расстоянии 50-80, я думаю, так вот в обозримом расстоянии уже показать это место, выйти к этому месту и кое-что рассказать о них. Надеюсь, мы с этой задачей справимся. Весь этот материал мы соберем в один ролик, видеоролик, и, естественно, выложим на нашем канале в интернет. А что касается самих материалов, естественно, они будут в ходе нашей исследовательской деятельности использоваться в наших публикациях. Так, уважаемые друзья, сейчас я представлю состав нашей экспедиционной группы. В центре стоит Джанхотов Эрсан, краевед. Он уже много раз участвовал в работе наших выездных экспедиций. Далее член нашей сегодняшней группы экспедиционной Дудаев Лом Али. И вот, значит, в качестве видеооператора членом нашей экспедиционной группы Дадаев Моусар. Таким образом, мы сейчас выезжаем из селения Ачхой-Мартан в сторону Шатойского района, а там на месте нас будут ждать учредитель культурно-исторического центра Даймохк Тагиров Эйл. Возможно, будут с ними еще привлеченные люди из местных жителей, возможно, нет. Ну, все это мы увидим на месте. Таким образом, мы сейчас выедем. Время у нас сейчас по грузинскому времени 7 часов утра.
раз приветствую вас, друзья. Мы сейчас находимся в Шатойском районе, в селении Тунсой. Как мы и намеревались, как во вступительном слове мы сказали, первоначально мы должны были доехать сюда. Здесь у нас должен был произойти общий сбор всех участников нашего сегодняшнего экспедиционного выхода. Здесь мы встретились. Рядом со мной находится Тагир Эл. Он является учредителем историко-культурного центра Даймов. Слева от меня сидит Атан. Он также является, фамилия Озниев Атан. Он является участником нашей группы сегодняшнего экспедиционного выхода. И заодно он будет в роли нашего основного проводника к месту нашего назначения. Ну, дальше у нас Лом Алей, как мы его представляли. Вот, в общем, мы сейчас собрались, сейчас сядем на внедорожник и поедем дальше к намеченному пункту, горно-рельефному объекту, скажем так, укрытие. Временно даем название этому объекту укрытие. Там дальше мы его уже поясним для зрителей, что в себя включает вот это слово, это понятие. Таким образом, сейчас садимся и едем к месту нашего назначения.
Бисмиллах. Уважаемые друзья, таким образом мы достигли то места, куда мы намеревались дойти. Как у нас и было заявлено в теме сегодняшней экспедиции, наша цель была пройти по этим горно-скалистым местам к месту, где в конце XIV века, в период нашествия армии хромого Тимура на Северный Кавказ, в частности на государство Сим-Сим, то есть Нохчичуэ, вот армия Тимура достигла, после того, как истребила плоскостные все населенные пункты, население, вот это было истреблено, чеченское население на плоскости, и выжившие с плоскости люди, население, оно, значит, перемещалось в горно-лесистую местность. Таким образом, армия Тимура достигла Тумсой-Мохк, это современный Шатойский район, месте расположения, нахождения Тумсой-Лам. Тумсой-Лам, вот он как раз находится за нашей спиной. Мы находимся на одном из отрогов Тумсой-Лам. И мы сегодня имели главную цель обозреть место, где по многочисленным преданиям, которые имеются в нашем распоряжении, мы их фиксировали в разные годы, записывали. Значит, по этим преданиям говорится о том, что так называемая часть населения Темансбоцунах, это дети, женщины, старики, больные, раненые, ну, в общем, безоружное население, в целях сохранения своей жизни, они, значит, пробирались вот по этим труднодоступным местам и укрылись. Вот здесь мы дальше, вот рядом с нами находится Ахдан Азниев, он нам как раз покажет место, где эти люди нашли временное прибежище, пока армия преследователей, вот, значит, бойцы армии Тимура их, чтобы не настигли, они укрылись вот здесь, вот в этих местах. Ну не только здесь, но в частности, по нашим преданиям, нам известны вот эти места, где они укрылись, нашли укрытие и таким образом сохранили свою жизнь. Методика армии Тимура была одинакова везде, что на плоскости, что в горной местности. Они имели цель полного истребления населения, полного истребления. Вот ввиду того, что вот изначально чеченцы проявили непослушание, оказали жесточайшее сопротивление в меру своих сил, и вот они пришли вот к такому методу полностью истреблять. Значит, боеспособное население, мужское население оставалось в местах своих поселений и вели оборону своих населенных пунктов, а вот неспособное население, вот женщины, дети и так далее, которых мы определяем как Темансбоцунах, они укрывались вот в таких и подобных местах, других. Таким образом, здесь, в этой местности, в нескольких местах они нашли временное укрытие. Вот об этом как раз я бы хотел, чтобы с нами поделился. Мы, в принципе, достигли конечной вот, точки, где дальше нам уже предстоит уже или другой дорогой идти, чтобы дойти точно до этих так называемых гротов, где они скрывались, эти люди. Здесь мы практически не пройдем. Поэтому, чтобы не тратить время, мы остановимся здесь. Эти, значит, гроты находятся уже в зрительном, вот, на зрительном расстоянии. Мы их можем здесь указать на эти места. В общем, Ахдан, пожалуйста, скажи нам, где, как назывались эти места, какие топонимические названия имели. Вот, допустим, ты назвал Тумсуахех, где скрывались, тумсойское население скрывалось, и другие. В общем, где они, на каком расстоянии отсюда их, вот, они находятся. Вот расскажи, пожалуйста, что ты можешь об этом сказать? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вот это
тропинка вот, посреди отвесной скалы, так это можно назвать, да? Ага. Ну, отвесная Вот скала. это называется Серпантин. Зюз-Эрктесин-Нек. 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 Наши старики так называли это место. Вот раньше при любом угрозе, военной угрозе, любой угроза была, мирные жители, женщины, дети, там, старики могли спускаться или подниматься отсюда и спускаться. Там вон дальше есть на расстоянии километр-полтора, наверное, Ага. по прямой. Там лесистые места, там труднодоступные места. Там сверху еще одна дорога идет там. Ага. Там легче будет подойти. Там есть пещера, называется Тумсой-Хех. Пещера Тумсой-Хех. Да. Ну, мы подошли к этому месту с этой стороны для того, чтобы сбоку обозреть это место, правильно? Да, но в то время здесь были и тропы, и, если можно назвать, дорожки. Тропы были. Такие леса не были, наверное, в то время. Ну, сейчас заросло Да, со временем. сейчас все заросло, трудно ходить туда. Вот поэтому там сверху еще одна дорога есть там. До Алмахла. Будет время, и туда пойдем. Да, Алмала. Вот эта пещера, грот вот этот, что из себя представляет? В вышину, допустим, в высоту, в ширину, в размерах, на, допустим, какое там углубление. Это скальное какое-то место или что это из себя представляет? Бухи, берден юки. Отвесная скала. А тебе снег бутик. Ага. И отюки коби да исток чутар был. Желательно чув свои наше время, да. Наше время. До 400 голов. Наверное, можем поместиться там. Овец. Овец. Могло бы поместиться вот в этом гроте. Да. Ага. Еще вот здесь, под этими скалами, можно найти такие укрытия, где могли бы укрываться эти мирные жители здесь. То есть похожие еще какие-то географические объекты, да, есть. типа этих гротов, пещер, вот здесь можно отыскать, они имеются. Имеются, могли вот укрываться, да. Ага. Хорошо. Таким образом, мы от населенного пункта поселения Тумсой проехали на внедорожнике порядка более 2 километров. Потом пешим ходом мы сюда шли в южном направлении по левому берегу Аргуна, реки Аргун. Мы шли сюда час с минутами, чуть более 1 часа. И вот достигли вот этой точки. От нас где-то на расстоянии где-то 500 метров, 600 метров и самая крайняя точка до 1,5 километра вот в этих скальных, значит, обрывистых местах имеются вот эти пещерные укрытия, где могли в то время скрываться. А в частности, в Тумсой-Хех есть, значит, твердые свидетельства, в которых рассказывается о том, что вот население Тумсой-Мохк, в частности, от сегодняшнего поселения Тумсой и так далее, сопредельные там населенные пункты, тогда Хавлыш они называли, вот, они, значит, там нашли временное укрытие, пока армия Хромого Тимура не прошла мимо или там уже от безысходности, потеряв след, ушли далее. Вот таким образом... Вот, еще вот, час мы шли пешком вот, по этой тропе. Тут можно за 10-15 минут пройти. Сегодня мы прочищали дорогу от веток, деревьев, там, от растительности. Заросло все. Поэтому мы так долго шли. А вот по расстоянию сколько это будет от нашей стоянки там? 1,5 километра примерно. 1,5 километра. Вот расстояние тоже вот важно зафиксировать. Да. Все. Таким образом мы вот этот эфир завершаем на той ноте, что я полагаю, что вот этот факт
будет иметь свое значимое место в значит, изучении истории чеченцев, периода нашествия на Северный Кавказ и на Чечню, в частности, армии Хромого Тимура. И еще, Этот эпизод можем, вот, дополнительную страницу мы можем уже представить и преподнести в исторических материалах. и еще там внизу Тумсой-Эхк называется, вот по этой дороге там мост есть, который Тумсой-Эрк. да, А. и Тумкали дорога идет. Указатель там поставили. Да. Вот оттуда, вот, вон до вершины Баускорт. А. Баускорт называется, это Тумсой-Лам. Да, это восточная оконечность конечность Тумсой-Лам. Баускорт называется. До туда вот таких троп, 2-3 тропы всего. Больше нет таких троп. Да? Вот до туда. Вот поэтому там укрываться, это даже воевать, То есть укрываться. нет, потому легче что недоступные места, правильно? Недоступные места. Малодоступные места, Да. поэтому, а вот, допустим, местное население прекрасно ориентировалось в рельефе горной Да. местности, они знали каждый, значит, валун, каждый, значит, скальный объект, поэтому могли укрыться, ориентироваться в местности, а вот пришельцы, естественно, могли всего этого не знать и, соответственно, иметь трудности, правильно? Да, Преследовании и совершенно ведении своих каких-то боевых действий. Аллах Далшат, Яхай Беркти Юэль. Аминь. На этом мы завершаем свой репортаж. Всего самого доброго. Надеюсь, что в скором времени весь материал мы обобщим, значит, выстроим его в какую-то разумительную структуру и будем готовить научную публикацию. Материалы мы также опубликуем на наших видеоканалах в YouTube. Всего самого доброго. Всех еще раз приветствую и всем доброго здоровья. Да, Алтай Беркти. Объективно.